Средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,22 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 9,98 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,22 до 9,90 сомони, 1 евро от 9,98 до 9,80 сомони, 1 российский рубль от 0,1680 до 0,17 сомони. Мировые цены на нефть во вторник утром растут на возможном снижении добычи ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Цена нефти марки Brent составила $89.26 за баррель, марки ВТИ $83.85 за баррель. Золото во вторник утром дорожает, цена закрепляется выше $1700 за тройскую унцию. Туркменистан внес поправки в правила перевозки грузов через пограничные переходы, сообщает об этом Департамент наземного транспорта Министерства транспорта Таджикистана. Изменения введены согласно постановлению президента Туркменистана под номером 257 от 14 сентября 2022 года о регулировании деятельности государственных органов на таможенной границе Туркменистана и установлении единого размера сборов и платежей с иностранных владельцев автотранспортных средств, говорится в сообщении. Отмечается, величина сборов меняется в целях создания благоприятных и конкурентоспособных условий для перевозки экспортно-импортных и транзитных грузов автомобильным транспортом, а также для увеличения эффективности транспортно-транзитных переездов по территории Туркменистана. По объему денежных переводов в Узбекистане первые 3 месяца заняла Россия, Казахстан и США в первом полугодии, следует из обзора Центрального банка Республики Узбекистан. Общая сумма поступивших в Узбекистан средств выросла почти вдвое и достигла $6,5 миллиардов. Такой рост был обеспечен в основном за счет России. Из общей суммы 81% перевели из Российской Федерации, это $5,3 миллиарда. В прошлом году доля поступления из России была 67%, это $2,2 миллиарда. На втором месте по переводам в Узбекистан стоит Казахстан. За 6 месяцев в республику отправили $327 миллионов, что на 11% больше, чем в прошлом году. Поступления из США в первом полугодии выросли незначительно на 2,6%. Общая сумма средств составила $237 миллионов. Из всех остальных стран в Узбекистан было отправлено $662 миллиона. Это на 18% выше, чем было в прошлом году. В Казахстане запущен пилотный проект по покупке угля населением онлайн. Об этом на совещании в правительстве проинформировал министр индустрии и инфраструктурного развития республики Кайырбек Усинкебаев, сообщается на сайте премьер-министра. Усинкебаев сообщил, что за январь-август в стране добыто 73,7 миллионов тонн угля, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным угледобывающих предприятий, его стоимость на ключевых разрезах сохранена на прошлогоднем уровне. При этом для недопущения роста цен на уголь в местах реализации приняты меры по обеспечению его бесперебойной транспортировки и ограничению вывоза за пределы страны автомобильным транспортом сроком на 6 месяцев. Кроме того, по информации министра, для удобства граждан прорабатываются варианты реализации угля через популярные маркетплейсы и банковские приложения. Пока пилотный проект запущен в Костанайской области, одним из крупнейших банков страны. Это очень хорошее цифровое решение, удобное для потребителей. Не выходя из дома, можно заказать уголь. Нужно провести соответствующую разъяснительную работу на местах, сказал премьер-министр Алихан Смаилов. По его мнению, такой подход позволит снизить очереди в местах продажи угля. В завершение он поручил Мининдустрии совместно с акиматами регионов держать поставку и распределение угля на особом контроле, а агентству по защите конкуренции пресекать факты и не допускать необоснованного роста розничных цен. В Организации Объединенных Наций предупредили, что рост процентных ставок в некоторых странах и применение меры по жесткой экономии, которые используют наиболее богатые страны для борьбы с инфляцией, несут реальный риск глобальной рецессии. Об этом пишет Guardian. Конференция ООН по торговле и развитию в своем отчете о торговле в развитии указала, что попытки многих центральных банков повысить процентные ставки в ответ на небывалый рост цен является неосмотрительной авантюрой, которому ко всему прочему может привести к плохим последствиям.
Федеральная резервная система США взвешивает решение по дальнейшему повышению процентных ставок со следующего месяца вместе с Банком Англии и Европейским центральным банком. В ЮНКТАД уверены, что жесткая политика по борьбе с инфляцией в странах с развитой экономикой ошибочна и неуместна в мировом положении. В отчете также упоминается, что большая часть инфляционного всплеска вызвана высокими ценами на энергоресурсы, продукты питания и текущей международной эскалацией, а вовсе не избыточным спросом на товары и услуги. Повышение процентной ставки в Федеральном резервной системе США может сократить будущие расходы развивающих стран, кроме Китая, на 3,6 триллиона долларов, говорится в отчете. В ООН призвали срочно скорректировать курс для избежания долговых кризисов в наиболее бедных странах, которые сильно пострадали еще от пандемии COVID-19 и теперь от конфликта на Украине.